вчера, 2 апреля 2020 года, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был подписан указ номер 242, в соответствии с которым принята отставка Гапликова Сергея Анатольевича с должности главы Республики Коми. Уйба Владимир Викторович этим же указом назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми. Я хочу искренне от себя лично поблагодарить вас, Сергей Анатольевич, за усилия, приложенные для решения тех задач, в первую очередь экономических и социальных задач и проблем региона, улучшения условий жизни людей, и пожелать новых свершений, а самое главное — это крепкого здоровья. И я хочу пожелать также всем присутствующим здоровья, успехов. Уважаемый Владимир Викторович, президент Российской Федерации оказал вам высокое доверие, назначив временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. Сделана серьезная ставка на ваш управленческий и жизненный опыт, компетенцию и чувство ответственности. Но в первую очередь будут востребованы ваши профессиональные знания и компетентность, что в первую очередь обусловлено сложной ситуацией в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первоочередная задача государственных органов сегодня — это принятие срочных и решительных мер по купированию очага зараженности, который имеет быть место на территории Республики Коми. Это очаг, который вы прекрасно знаете, расположен в Эжинском районе города Сыктывкара. И самая главная задача, которая перед вами будет стоять, это предотвращение дальнейшего распространения инфекции. И, конечно, мероприятия по минимизации социальных контактов, самоизоляции, дезинфекции должны постоянно проводиться на территории всей республики. Особое внимание следует уделить организации конкретной помощи лицам, относящимся к группам риска и находящимся в режиме самоизоляции. В первую очередь это относится к нашим пенсионерам и лицам в возрасте достаточно преклонном. Одинокие граждане, которые проживают на территории республики, также должны не оставаться без вашего внимания. Необходима мобилизация всех ресурсов, территориальных структур, федеральных органов исполнительной власти, республиканских. И в первую очередь, я думаю, что к этой работе надо в том числе подключить и муниципальные органы власти. В эту непростую ситуацию необходима поддержка нуждающихся, тех граждан, которые в настоящее время нуждаются. Поддержка малого и среднего бизнеса тоже. Это ответственный момент, потому что они сейчас испытывают самые негативные и тяжелые последствия от того, что происходит на территории в связи с эпидемиологической обстановкой, в связи с непростой экономической ситуацией. Я хочу лично пожелать вам успехов, удачи, здоровья и призвать всех представителей органов государственной власти, исполнительных органов, муниципальных, поддержать и помочь Владимиру Викторовичу в этой непростой ситуации. В первую очередь Владимиру Викторовичу нужна правдивая, достоверная информация о том, что происходит на местах. Мы должны
не приукрашивать происходящее. Мы должны говорить правду, потому что от того, насколько будет достоверна информация, которая поступает, будет зависеть то, какие управленческие решения будут приниматься. Успехов, удачи вам на новой должности. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь президента Российской Федерации за оказанное своевременное доверие в 2015 году, направив работу в Республику Коми. Как вы знаете, в то время тоже были достаточно сложные времена. Мы постарались сделать все, чтобы в определенный период максимально сконцентрировать все наши усилия на стабилизацию финансовой и экономической ситуации в регионе, созданию дополнительных условий поддержки населения, в большей степени защищенных слоев и, конечно, те, кто сегодня в первую очередь во внимании, это семьи с детьми. Все, что нами было сделано, мы это сделали абсолютно открыто, нас поддержал депутатский корпус, и в этой части мы добились определенного результата. К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, произошли те события, которые связаны в том числе и с наступлением коронавирусной инфекции, и проблемы, связанные с мировым кризисом. Но хочу вас заверить, Александр Владимирович, что система, которая была создана за эти годы, устойчивость финансово-экономической ситуации, на сегодняшний день позволяет вновь назначенному временно исполняющему принимать ответственные решения и рассчитывать на ее устойчивость. Поэтому я хочу в первую очередь вас поблагодарить, Александр Ильич, за поддержку, за чуткое и мудрое руководство, за возможность всегда, в любое время, когда необходимо было с вами быть на связи, получать от вас в том числе и дополнительные указания. Вы оперативно всегда владеете ситуацией, знаете все, что происходит и в регионе, и в целом, и в округе. Я желаю всем вам, Александр Владимирович, и вам, Владимир Ильич, успехов в этой непростой ситуации. Хочу заверить, если мой опыт, который я все-таки накопил, будучи 11 лет на региональной работе, понадобится, всегда готов выполнить поставленную задачу. Спасибо огромное. Уважаемый Александр Владимирович, Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги, действительно очень непростое время, и я в этой ситуации хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, но, конечно, ответственность колоссальная. Я это прекрасно понимаю, и как профессионал, с одной стороны, мне проще в этой ситуации делать оценки, принимать решения, с другой стороны, это не только медицинская проблема, это огромный блок экономических, социальных вопросов, то, о чем сказал Александр Владимирович, и это, конечно, непростые решения, которые нам нужно будет с вами вместе принимать. И от того, как мы будем взвешенно и консолидированно работать, будет зависеть будущее наших с вами сограждан, наших с вами родных, близких, детей. Поэтому крайне важно сейчас сплотиться и работать единой командой. В это время мы должны быть едины. У нас одна цель на сегодня. Это уберечь население, сохранить их здоровье, жизнь в эту непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, конечно, мы понимаем, что эта ситуация сложилась в Айжевинском районе. Но, тем не менее, мне хотелось, чтобы отслеживали любые проявления, выявления, любые сигналы, которые будут поступать, и в том числе из районов, муниципальных образований. Потому что мы не должны самоуспокаиваться, что вот эта беда затронула только город Сыктывкар. И конкретно очагово Эржинский район. А если говорить еще точнее, Эржинскую больницу. Вот давайте будем как единый кулак. Вот если это будет, мы со всеми проблемами справимся.